Друзья, сегодня у нас 27 июля. Я вас приветствую в новом для меня месте, в котором я очень давно мечтал побывать. И вот мне даже не верится, что я здесь, и наконец-то мечты сбываются. И вот был 12-часовой перелет у меня, достаточно такой сложный. Сейчас уже по якутскому времени 12 часов ночи. Такое, конечно, состояние усталое, но угадайте, где мы? Это Махачкала, Республика Дагестан, Каспийское море. Меня позвали на мероприятие, но об этом я вам, думаю, расскажу уже на месте попозже. Пока надо сейчас найти такси и добраться до базы. Ну и дальше вам обо всем расскажу. Там 30-40 градусов летом. Зимой холодно, а так лето нормально. Ну, так мы прям в городе, да, получается, практически. Да, спасибо. Ну, тут магазина надо будет, значит, найду. Приехали мы на пляж Оазис. Здесь база. Такси обошлось в 1000 рублей, но просили 2 изначально. Получилось торговаться. Вернее, я просто отказался, потом он догнал и говорит: а, давай, ладно, за 1000. Что, друзья, возможно, кому-то вам уже знаком этот логотип. Кулик. Вот наш лагерь. Похоже, палаточный. Мужики играют в волейбол. Я думаю, почему так пусто. Оказывается, все уехали на мероприятие. В музее России моя история. Я немножечко не успел. Поэтому пока поброжу здесь в гордом одиночестве. Итак, друзья, кто помнит, кто знает, мы ходили в экспедицию на остров Бенетта на надувных катамаранах. Вот баллоны подобного типа. Производит его Кулик Анатолий Павлович, мастер спорта по водному туризму. У него свое предприятие, которое, как я понял, единственное вообще в мире производит подобного суда, подобного класса, парусные, в промышленном масштабе, как туристические. Вот я так понял, что в мире такого нету. Это очень здорово. Поэтому поддержим нашего российского производителя. И вот мы ходили на катамаранах, надувные баллоны были 13 метров. Вот этого же производства Анатолия Павловича. Здесь я смотрю поменьше, я вот сейчас сам впервые это все вижу. У нас были моторы, но здесь именно яхты. То есть у них еще как бы борьба за экологию. Как мне сразу объяснили, что сюда все идут под парусом. Очень здорово. Я никогда не ходил. Реально, первый раз это будет у меня такое мероприятие, чтобы на парусе по морю. Вообще, с чего все началось? В Дагестан я давно мечтаю поехать, как и во многие другие регионы, но это один из таких, куда меня душа всегда тянется. Я не знаю почему, но пока не мог найти возможности. И представьте, я где-то недели 3 назад, мы были в лесу, в сакральном месте для народа Саха. Все были Саха, кроме меня одного. Там у нас было мероприятие, день рождения клуба Чипчал. Егор, приветствую. И потом мы остались на скачок, сидели у костра и болтали. И меня вот спросили, что, как, какие планы. Я вот о своей мечте сказал. Я перечислил несколько мест, и в том числе сказал в Дагестан. Я прям акцент сделал. И потом, вот я даже сам не понял, через несколько дней мне звонит Елена, супруга Анатолия Павловича, и говорит: Игорь, у нас для вас предложение. Хотим, чтобы приехали к нам, посмотрели ваш фильм. Фильм классный, но это они еще раньше мне звонили. Вот хотим, чтобы приехали, осветили наше мероприятие. Парусный фестиваль катамаранов Кулик. И я даже не сообразил, мне потом только ребята сказали, что ты вспомни, когда я поделился, что меня, представляете, позвали. Я говорю: вспомни, ты несколько дней назад в этом месте силы озвучил вслух свое желание, и оно сбылось. Представляете? И вот так вот получается, благодаря фильму, благодаря нашей экспедиции, благодаря тому, что мы загадываем желание, я оказался здесь. Программа у нас достаточно обширная на неделю. Сегодня 27-го, 4-го обратно до 3 числа. Будут разные короткие дистанции соревнования, потом на длинные, там 40 километров. Я немножко попозже приехал. Вот вчера и сегодня была сборка всех этих конструкций. Вот представьте, они разборные, приехали. Вот сколько здесь работы. И в чем фишка еще вот подобных яхт, да, скажем так, это морские яхты, получается, катамараны, что они могут причалить к любому берегу. Вот это вот реально фишка, что любой дикий пляж, любое дикое место, которое вам понравится, как мы наехали на катамаране на своем, ну, почти любой, да, вот если есть так вот, допустим, яхта сюда бы не подошла, тут мелко очень. А на катамаране, пожалуйста, заехал, вот тримараны. Да, и здорово, что каждый его обустраивает вот по-своему. Какие-то фишки, но здесь вот есть странец для потенциальной установки мотора. Даже такой маленький есть. Чисто спортивный, не для путешествия, похоже. Ну, это чисто мое мнение.
Погодка прохладная. Кстати, еще хотел поделиться. Вот я впервые прилетаю в Дагестан, да, и мне так вот сейчас я вот с любопытством на все озираюсь. Экскурсия моя началась уже в самолете. Потому что, видимо, аэропорт был занят, полоса. И мы сделали порядка 7 кругов. И вот я прям вдоволь насладился окрестностями еще с высоты птичьего полета. Вообще у нас сейчас с вами уникальная возможность осмотреть лагерь в тишине. Безлюдный, увидеть его такой, потому что посмотреть, сколько палаток, сколько людей, насколько здесь будет шумно, когда сейчас все вернутся с экскурсии. Где моя палатка, интересно? Наверное, вот та маленькая. Мне какую-то обещали выделить. Мужчины меня пригласили покушать, угостить, сказали. Может быть, сейчас уговорю их посниматься чуть-чуть. Так здорово, тут стол сервируют, пока вот ожидаем. Знакомьтесь, это Мурат. Один, да? Очень приятно. Мы рады гостям тоже всем. Доброжелательные тоже в Дагестане. Сидим, отдыхаем, одним словом, вот так живем в нашем родном Дагестане. Так что желаю всем, чтобы приехали, посмотрели наши красивые горы, море. Ну, приятных отдыхов, как бы, одним словом всем, да, чтобы хорошего мира и добра всем, одним словом желаю. Спасибо. А это национальное блюдо, вы говорите, да? Да, это как национальное блюдо, считают чудо с курицей. Сейчас попробуйте, посмотрите, сами, как будет вкусно. Я жду вас, да, уже не терпится. Ух, Лагман. Так здорово, конечно, с мужиками посидели. Спасибо вам большое, если видите. Проявили, первые люди, которые проявили местное гостеприимство. Просто незнакомый человек на пляже увидели, что хожу один. Позвали, накормили. Хорошо побеседовали, рассказали о культуре, там, о традициях, о правилах каких-то так. Лагерь ожил. Сейчас все уже потихоньку собираются ко сну. Вот моя палатка. Такая небольшая, компактная. Я спать. У меня уже 3 часа ночи. Пора отдыхать. Комары, кстати, вот, налетели. Сейчас разложусь. И все. А открытие будет завтра. Церемония открытия будет. И уже завтра начнем нормально вот по сюжету рассказывать вам о нашем мероприятии. Все. До завтра. Ну, лагерь потихоньку оживает. Время уже 8. Но на самом деле люди с 5:30 уже начали ходить. Даже с 5. Дела делать. Я проснулся по якутскому времени тоже где-то в 11:30, в 5:30. Лег где-то в 9-10. Ну, народ шумел, спать не. Ну, приветствую. Потихоньку вот ходим, со всеми знакомимся. И вот хорошо, что вчера мы с вами смотрели, тут катамараны уже почти все собраны, но вот еще ребята подъехали только вчера. И можем на их примере понаблюдать процесс сборки от Рустем, Айрат. Вы вчера вечером приехали, да? Поэтому сегодня сборка у вас начинается. Ночью даже, да. Вот. Сейчас собирается каркас сначала. Правильно я понимаю, да? Потом баллоны под него. Да, и потихоньку все это правится. И сколько процесс? Часа 2 занимает примерно сборки, вы говорите? Или 3? Больше, да? 3-4? Ну, основной где-то часа 3, а настройка еще часа 2. 13 или есть. А я что-то не взял у Игоря Геннадьевича. Евгений Холодов из Саратова. Саратов? А, Да, здорово. Саратов. Это вот ваш крайний, да? Вот тут стоит самый, да? Да, под это мой. Пойду посмотрю. А вы один? Или он одноместный как будто? Или сколько там? Не, стоит? ну двое это взял пассажиров, люди приехали без этого, без лодки. А, и вы распределили И это, по этим, ну да? да, и я взял себе. А так вы один ходите, в принципе, да? Один. В основном один. Ну, одному хорошо, я вас понимаю. Ну, и это, я учусь, не на кого материться, за все отвечаешь сам. Ну да. То есть все косяки твои. Здравствуйте. А представьте, пожалуйста, откуда вы? Сергей, Красноярск. Красноярск? Здорово. Вся Россия собралась, да? Вы уже готовы, да, к отплытию? Почти. Все, собрали почти. Сколько у вас человек на вот этом? Двое. В таком состоянии он первый раз. Я построил эту пирамиду, сделал. Ну, вообще изначально сплавный. А, сплавный даже, да? Да. По рекам? Да. Идет приготовление еще к официальной части. Сегодня на 2 часа.
будет открытие. Сейчас все катамараны выстраивают на берег, а в море выстраивается флот. Сегодня 28 июля, день военно-морского флота, и прямо напротив нашего лагеря выстраивается парад. Сегодня вот флот. Это очень хороший праздник, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех причастных. Флот любого государства, военно-морской, это сила. И наш флот развивается, я уверен в этом. Я верю, что так и есть, и поэтому наша страна будет сильной, вместе в том числе с сильным флотом, поэтому всех с праздником. Потихоньку все преображается тут лагерь. Вот Елена Кулик. Вот я немножко опоздал, мужики уже один катамаран собрали. То есть они сначала каркас, а потом вот баллоны надувают. Вот мой коллега Сергей, оператор, серьезно подготовленный тут все. Они с Уфы приехали, телеканал Уфа, нет, да, у вас? ЮТВ. ТВ, да? И вот ЮТВ. Андрей Кузьмин, это вот он, вот, да, надо с ним познакомиться. Автор и ведущий телепередачи «За порогом». За порогом, ага, класс. Вот я смотрю оборудование, ну, это показали, вот я мечтаю, вот сейчас третью, вот такую, да, Осмо 3. Моя следующая цель, пока еще не достигнутая. Класс, качество уже лучше, вот, здорово. Ладно, хороших вам кадров и впечатлений. Спасибо. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов для нашего канала. Я вас уже представил. Понятно. С Уфы, да. А слов на какую тему? А на любую. Вот собираете катамаран. Вы участвуете постоянно, да, в таких вот? Я участвую первый раз. Вот Первый у нас Игорь Разин, наш руководитель, он участвует постоянно. Он матерый водник. Первый опыт такой получается, да? Такой Ну, первый. как... Водный-то опыт, в принципе, нормальный, а вот именно под парусом впервые. Вот это самый большой катамаран. Тут команда, я так понял, с разных регионов собрана. Первый раз в жизни, да, делаете вообще это все сами? Без Вот Геннадий первый раз. Первый раз. Вот тренируемся. Я буду плавать вокруг и подавать веревку. У вас уже все готово, да, катамаран? Ну, почти, там еще есть, надо Геннакера. А вы откуда команда? С Ростова. Ростов. Там еще парень с Ростова есть, Денис, мы сейчас познакомились. Ну где-то на самом верху, там, вот обрыв прямо внизу, там по 500 метров у них, они там живут. Ну, в общем, это вот надо посмотреть своими глазами. И сами ущелья, просто природа так одарила. Очень красиво. Просто проехаться хотя бы на машине, вот доехать, даже не знаю, по какому маршруту. Если кто-то останется и, после фестиваля и рассчитывает пойти в горы, скажите, мы дадим своего проводника. Он перечень, контакт, Мы знаем естественно. проводника, который... Ты утром просыпаешься, окошко открываешь, я этого посмотрел, у меня как сжалось, тут все там метров 500, наверное, из этого окошка вниз. Это чума просто. Всем спасибо, готовимся к открытию, готовим свои лодки. Денис с Ростова, мы уже познакомились, посидели, поболтали хорошо. И знакомься со своими земляками. Прям с Ростова? Да. Ну, да. А, с области. Район аэропорта. На земле ростовчан вообще не было никого. Ну как, с области. Мы на Черное море ездим, на Ладогу, на Казантип, вот сюда приехали. Ну, на Казантип, может, поеду. Охотская. Баренцево, Белая, Карская. О, вот озера. все под парусом? Да, в основном. Много моторов. Здорово. Денис тоже с катамарана «Удача». Их 8 человек. Я уже катамаран немного... Удачи. Евгений, скажите, что... Потом, давайте, да. Хорошо, сейчас заняты. Да? О, отлично. Конечно. Конечно, спасибо. Сам все собрал, да, вот это? Это, да, говорит, на мусорнике, но он расскажет. Ага, ну да. Вот, видишь, какие обычные. Припался, делал, выставлял. Смотри, что он. Да. Круто. Можешь посреди сетки, вот на этих же баллонах ходил. Вот на этом же корабле. Ну это они вот баллоны в этом году расклеили, говорит. И вот он на нем кругосветное путешествие, да? Вот, нет, тут еще не кругосветное, но легко собирается. Собирается на нем, да? Да, он уже прошел вокруг Европы. Прошел. Здравствуйте, представьте вашу команду. Откуда? Наша команда корабля «Кот». «Кот»? А, класс. Вот. Вилли у нас капитаном, мы помощники его. Вилли уже ходил, участвовал в соревнованиях. Вы капитан, да? Вот. Он участвовал в Казантип.
вот на Ладогу приезжал, но он был на другом корабле, сейчас он на нашем корабле. Но у нас это уже, как бы сказать, такое, конечно, первое путешествие, но планируем дальше развиваться, действовать. То есть это такая пробная, что дальше потом уже, да? Да. По разным морям. Здорово, здорово. С первым опытом вас поздравляю. Да, вот мы с Москвы, нам хочется пройти весь путь из Варяг в Греки, да. А вы священник же, да, мне рассказали? А? Священник да, вы, да? Вот, так что этот путь. А где служите? В Московской области. Еще чуть-чуть рывочек сделайте. Оп, стоп, обратно можно. Это потом крепится, это у меня Последние приготовления, ну еще 2 часа у нас до старта, время обед, 12 часов. И вот флот на горизонте потихоньку уже выдвигается. Или стоит еще в построении. Ну вот очень так интересно получается, сзади флот военно-морского флота, здесь вот флот у нас надувных катамаранов. Как ваша команда называется? Удача! Новосибирск. Екатеринбург. Сумла. Московская область, город Клин. Новосибирск. Ростов. Ура! Советский Союз. Самое главное, Советский Союз, да. Союз. Город Луганск. Луганск. Луганск, Янгиабад, Ташкент, Москва, Ашхабад. Даже не помню, где дети есть. И там 5 в Владивостоке, 3 в Хабаровске, 10 в Мурманске, 4 в Африке, да. Все, финальное приготовление к официальной части. Участники выстроились, у всех таблички городов. Городов здесь 17 у нас участвует, насколько я понял. И вот скоро сможем увидеть, кто откуда. Когда мы затеяли это мероприятие, это был ноябрь прошлого года, мы дали на всех наших интернет-ресурсах об этом сообщение. Посыпалась куча заявок. Все хотели почтить память Гвоздева, все хотели сюда приехать. К сожалению, обстановка складывается не так хорошо, как задумывалось. Для всех, может быть, семейная какая-то еще. Но тем не менее, 18 команд и 20 судов присутствуют на этом берегу. Я очень надеюсь, что эти лодки, которые мы привезли с собой, вот в машинах, в автомобилях, на прицепах, на крышах автомобилей, дагестанцы увидят, и те, кто увлекается парусным спортом, поймут, что это будущее не будущее, но это такая всепогодная лодка, и вот для этих мелких акваторий, выхода в море, когда затруднено выход какой-то там килевой лодки, это как раз то, что надо. И это такая же настоящая парусная лодка. Я просто скажу немножко, что я настолько вот увлечен этим делом, что, в общем-то, хотел доказать или показать, или, не знаю, сам себе показать. Прошел вокруг света, все-таки сменив, правда, 3 лодки на надувных этих катамаранах. Но все-таки это путешествие было пройдено 30 тысяч миль именно на этих. То есть эти лодки, нисколько уж не уступают каким-то килевым лодкам. И то же самое доказал в свое время и Гвоздев Евгений. Он построил лодочку в своей квартире, махонькую. Вчера мы все прикоснулись к этому. И просто когда прикасались, я не знаю, как кого, у меня вот аж руки дрожали. Она простенько сделана, но очень надежна. Она прошла вокруг света, жива и здорова, сделана его руками. Флаг соревнований поднять, всем стоять смирно. Ура! Итак, считаем, что наш фестиваль открыт. Мы здесь 6 дней. Будем соревноваться, будем знакомиться. Дальше левым бортом обходим и идем на тот знак. Значит, где-то возвращая левым бортом его обходим, возвращаемся и опять, получается, правым бортом за знак и на берег на свое место. Финальное приготовление. Сейчас судейская бригада пойдет ставить буи. И минут через 20 уже все стартуют. У кого есть по билетам? Поперек, поперек. Так, чтобы шкоты ничего не затрагивалось. 3, 2, 1. Старт открыт!
А вы что встали? Смотри, они сели. Ты на одном месте стоял. Пошли, садись! Быстро! Быстро, сейчас уйдем! Кто не успел, я не виноват! Давай быстрее садись, все! Вот оторвалось. Ну, понятно, идем дальше. Давай, все, давай. Ох, сейчас его накинет на нас. Надо пройти его, чтобы на нас не на баллоне, Ловим ветер. Так, давай еще. Еще? Мы стоим на месте. Типа экспедиции. Просто решили раскачать от Очакова до Канарских островов. Далеко мы не ушли, сейчас капитан хочет поменять что-то трос где-то. Ну и вообще нас много, тяжело идти такой толпой. А народ, в принципе, основной, вот кто-то тоже там крутится, не может никак оттуда выйти. Вот там скучковались. Ну, в общем, сейчас как раз для этого он и называется тестовый заплыв, чтобы потом все эти нюансы исправить и уже нормально идти. Девушка, альпинист, вызвалась помочь нам развязать там что-то или переставить. Все, ура! Распутались. Саима, молодец! Настоящая дагестанская скалолазка. Уважаемые дамы, уважаемые господа, уважаемые участники сегодняшнего фестиваля Каспий 2024. Значит, мы здесь на благодатных берегах, которые когда-то были дном Мирового океана. Сегодня вот проводим наш фестиваль. Памятник Гвоздева Евгения. Наша задача узнать таких, кто приехал на фестиваль еще раз, представить вот здесь, вот с этого места команда выходит сюда, значит, и каким-то образом себя представляет. Зачем ты покинул старый свой дом? О, эй! Из кирпичных штанов вытекает вода, только песня в любовь не уйдет никогда. Мы бьемся ножами звеня, и черные носим банданы. Без лишней людской болтовни мы стали пиратами свыше. Какими мы были людьми, никто никогда не опишет. Без лишней людской болтовни мы стали пиратами свыше.